дорогие, добрый день, Дарья Михайловна, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Друзья, это тот же день, кто смотрел мой, будет смотреть мой уже ролик, он у меня загружается, а этот ролик уже, наверное, выйдет завтра. Но так как у меня очень много чего сегодня в наметах, молока, правда, мало, но почему-то вот именно когда его мало, у меня какие-то мысли пришли в голову. Сегодня будет такой молочный день. Со всеми этими я справилась, никого дома нет, кроме меня и мамы. Мама отдыхает. А я думаю, завтра утром сделаю. Ну нет, сегодня все-таки решила, потому что несколько раз спросили мальчишки, сыра у нас нет, что ли. Будем делать с вами сыр. Тут, правда, литров 8 только молока, но ничего, хоть на немножечко будет. Ну вот литров 12-13, наверное, у меня. Я сделаю все-таки сметанку, без сметанки тоже у нас никуда, хоть блины, хоть вареники, обычные пирожки, что бы ни было, но у нас хотя бы один раз в день должна быть сметана. И вчера, мои друзья, я вчера вечером взбила сметану, которая у нас, не до конца мы доедаем сметану, и у меня остаются понемножку с каждого раза накапливается, и вот накопилось. Я вчера вот взбила, сделала вот такое вот масло сливочное. Сейчас я его поставлю и буду перетапливать. А потом мы начнем сначала, зальем сюда нашу заквасочку. Сейчас найду. Значит, я молоко разогрела и то, и другое, и сепарировать, и для сыра. Где-то, знаете, градусов 40, наверное, 38-40. И наливаю, сейчас я вам покажу, столовая ложечка тут примерно у меня. Закваска такая. И пока это сепарируется, я надеюсь, все-таки молоко превратится в сгусток. И можно будет делать сыр. И масло у нас уже топится, я его поставила. Все. Теперь я вам покажу. Обычно бывает интересно. У меня не осталось жидкого, что я наливала, жидкой закваски. Есть только такой в пакетиках. Так. Вот такой вот. Каспер как человек дверь у нас открывает. Значит, вот такой вот называется микробиальный ренин мейта. Вот такой вот на 100 литров. Я делаю из него сыр, когда у меня нет жидкого. Раньше у меня бывал жидкий. Так, сейчас соберем сепаратор и будем сепарировать с вами молоко. Так, друзья, молоко все выключила я, и сейчас у меня топится масло. Мне нужно туда закинуть немножечко муки. Так. Чтобы оно быстрее вытопилось, все, что не нужно, ушло на дно. Так, сыр еще не готов, не заквасилось молоко мое. То ли я его перегрела, то ли не знаю, но еще не готово. Сыр не готов. Так, тем временем, друзья, я давно собиралась, когда-то еще делала, но очень давно домашнюю сгущенку. Тогда она у меня получилась такая, знаете, не такая, как в магазине густая, но бывает же сгущенка такая жидкая еще получается. Вот такая вот сгущенка у меня получилась. И я смотрела много так, что-то мне выскочило, по-моему, в ленту. И хочу попробовать. Выскочил, конечно, мне другой ролик, но она там говорила, что делает вот по его рецепту. А мы с ним тоже в хороших отношениях, с этим блогером. Это Павел Немоляев, блогер из Саратова. И я все-таки зашла к нему, а он там делал сгущенку
Она, правда, не добавляла соду, а он добавлял соду. Я сегодня рискну и сделаю из 1 литра. Если добавить соду, как говорил Павел, то сгущенное молоко получается кремового цвета. А если не добавлять, то белого. Сегодня мы сделаем, как делал Павел. Попробуем, по крайней мере. А потом уже в следующий раз попробуем без без соды. Сегодня я хочу просто из 1 литра молока. Мне немножко... И боюсь, что испорчу, во-первых. И во-вторых, для вот этих вот манипуляций мне было бы мало молока, если бы я сделала больше. Значит, сюда нужно 250 грамм сахара на литр молока. Огонь, Павел говорил, что нужен средний. И не очень сильный, и не очень медленный. Вот, сделаем средний огонь. Сейчас я принесу венчик и размешаем это все. Так, вот. Размешаем, пока растворится сахар. И Павел утверждает, что не надо постоянно стоять у плиты и мешать его. Ну, посмотрим по ходу. Так, сейчас я помешаю. Молоко говорю, масло. Тем временем помою сепаратор, пока это будет готовиться. И вроде бы говорят, за 40 минут молоко должно быть готово. Ну, посмотрим. Если, конечно, оно получится, то я представляю, что мне его надо будет делать очень часто. Потому что сгущенное молоко у меня любят все. Все-таки, друзья, очень здорово держать корову, хоть и многим не нравится, но я уже вижу, многие начинают, вот даже вот наши сельские жители, которые никогда не держали ни коров, ни птицу, уже заявляют, что хотят разводить и птицу свою иметь, и корову свою иметь, если не корову, то хотя бы козочку. И это, конечно, радует, что люди пришли к тому, что знают, что домашние все-таки полезнее. Ну и сейчас дороговато все покупать, накладно. Вот. 1 корову, мне кажется, если ты живешь в селе, то нужно держать по-любому. 1 корову и хотя бы 20-30 курочек на зиму для яйца. А так, в принципе, даже вот до 5-6 месяцев их выращивать, потом их резать и в морозилку. Благо дело, морозилка у нас у всех есть. И, друзья, я чуть не забыла, мне же нужно еще 1/3 чайной ложки соды сюда кинуть. Так, я прослушала снова ролик Павла. Он заявляет, что нужно забыть не на 40 минут, как я сказала, а на 1,5 часа. Вот она уже закипела. И как он заявляет, вообще даже не надо мешать. Мы посмотрим. Сейчас засеку и посмотрим. Так, ну вот, друзья. Масло топится, сгущенка варится. И, так, видно? Видно, вот. Видите, и сгусток уже готов. Вот. Я видела, как когда делают сыр, вот именно вот в роликах, где делается, они его режут ножом. Но я вот так вот всю жизнь, вот так вот такой шумовкой его разламываю. Вот так вот разломали хорошенечко, подождали, пока он осядет. Вот. Я никогда не разогревала, но мне что-то девочки начали советовать, чтобы его разогревать. Видите, вот такие вот, как бы хлопья, я даже не знаю, как это назвать, вот так вот. Теперь будем ждать, пока это все осядет на дно.
Все. Теперь пока оставим в покое. Так, посмотрим, что делает наша сгущеночка. Вот и масло. Пришел наш Ибрагим домой. Ибрагим, получится у меня сгущенка или нет? Ну, хорошо. Слушай, а куда этот котенок делся? Его нет. Он вышел у нас, что ли? Вот. Здесь он? Ой, я его искала, не нашла. Ну, давай. Так, и, друзья, хотя говорится, что нужно 1,5 часа, но моя сгущенка уже загустела, и я боюсь ее больше. Не знаю, наверное, у меня огонь был слишком сильный или что. Потому что, смотрите, какая она у меня уже густая, еще не остывшая. Хоть и говорила, что, ну, может быть, я что-то не то сделала, но она у него получалась тоже такого цвета. Ну, просто... Так, ну и все, сейчас перельем ее. Действительно, моя сгущенка густая получилась. Так, я думаю, хватит, интересно, в эту. Давай-ка я в баночку, и мы примерно узнаем, сколько ее будет, да? У меня тут есть пол-литровая баночка. Так. Все. Ну, наверное, 2 литра, если молоко было бы, то было бы проще варить, мне кажется. Ну, не так быстро бы оно уваривалось. И, конечно, как видите, оно такого карамельного, как ирисочка цвета. Так, вы помните, что у меня был литр молока. Ой, неудобно. Ну вот, друзья, прозвучал азан. Надо идти молиться. На вкус очень вкусная. Действительно, как будто бы такая карамельная сгущеночка получилась. Видите, из литра молока у меня вышло литр молока, 250 грамм сахара было. Вот такая вот сгущенка. Надеюсь, вам видно. Сейчас я ее поставлю на улицу, чтобы она остыла. И посмотрим. Но мне кажется, она очень даже, да, и не остывая, мне кажется, она очень хорошая. Так что будем варить с вами сгущенку, кушать блины с сгущенкой, пить чай со сгущенкой. И спасибо Павлу Немоляеву. И, друзья, хочу показать вам, какая получилась сгущенка.
Ибрагиму очень понравилось. Смотрите, уже сколько съел. Я говорю, ну давай я ее сниму хотя бы, пока ты ее не слопал. Говорит, очень вкусно. Но, как видите, она получилась вот такая вот, как карамельная. Смотрите, вот такая вот густая. Очень понравилось, конечно, нам. Так что теперь будем варить. И в следующий раз мы с вами попробуем сварить ее без соды, чтобы получилась она белая. Вот. Вот такая вот сгущеночка. Пробуйте. Там тоже говорила, что и Павел говорил, и я еще несколько других каналах посмотрела, что можно варить даже не из домашнего молока, из покупного тоже. Так что, может, кому-то будет интересно, попробуйте, друзья. Так, друзья, значит, у нас продолжается процесс сегодня молочный. Сыр поставила немножко подогреть. Обычно я вам сказала, что я его не грею. Вот он опустился, как видите. Сыворотка наверху. Сыр вот так вот опустился. Более-менее собрался в комок. Ну, я не знаю, как это профессионально нужно говорить. Ну, всю жизнь вот так вот и моя мама, потом моя свекровь. Я видела, как они его делают. Всю жизнь мы делаем так. Я чуть-чуть его подогрею и переложим ее форму для сыра. Так, масло тоже еще не готово у меня, топится. Почти готово. Немножечко осталось, чтобы осела вот это вот, осели вот эти хлопья вниз, чтобы маслице было прозрачным. Вот. Конечно, время, конечно, уходит на все это, на то, чтобы просепарировать, взбить масло, перетопить. На все это нужно время. Конечно, очень много времени уходит, хоть и одна корова, но если их две или три, конечно, еще больше. По идее, можно разводить 2, 3, 4 коровы и на этом зарабатывать. Спрос у меня есть, но у меня не получается. Одна вот моя корова полностью вот меня обеспечивает. Иногда даже бывает излишки, чтобы продавать. Но в этом году из-за того, что она у меня немножко приболела, одна дойка. Молока летом было не так много, и потом еще на антибиотиках почти 2 недели я молоко теленку отдавала из антибиотиков. Для продажи я не смогла в этом году что-то сделать, хотя у меня постоянно вот именно подписчики даже приходят, в личку выходят и спрашивают, есть ли именно топленое масло. Но, к сожалению, для себя я вот так вот понемножечку, все-таки вчера в кладовке посмотрела, оказывается, уже 5 литров накопила все-таки. Ну и сегодня, наверное, может быть, 2 литра или хотя бы 1,5 будет. И это тоже очень хорошо, потому что, в принципе, мы очень часто, вы сами знаете, делаем лепешки, и масло нам нужно. Вот так вот, ну все. Так, друзья, значит, смотрите, масло у меня перетопилось, и скажу вам, я просто не показывала, немножко пенку я все-таки сняла, и сейчас последнюю сниму, потому что все-таки она не вся оседает, и масло слишком сильно перетапливать тоже нельзя, оно будет некрасивое и невкусное, пережаренное. Вот так вот, видите, вот такую вот пеночку, если долго не будет уходить, то надо убрать. Но масло у меня сейчас, если честно, я точно не могу сказать, но 1,5 часа точно топится на медленном огне. Все. Теперь мы выключаем и будем наливать его в эти баночки. И сыр уже тоже нужно сделать. Так, значит, я сначала справлюсь с сыром быстренько. Там оно все равно еще кипение не остановится. Сначала я уберу сверху сыворотку, чтобы было легче переваливать сыр в нашу формочку. И эту сыворотку тоже я попробую поварить. Из него должен получиться, не то что должен, получается, когда-то моя мама это делала, такой
сыр. Так, ну вот, друзья, теперь просто перекладываем наш сыр в эту формочку. Все. Вот видите, разровняем его. Такой вот сыр получается. Это брынза, сыр, домашний сыр, как брынза. Я много раз, конечно, показывала, но показываю еще раз. Так, теперь я поставлю сюда под низ, чтобы приподнять и стекала сыворотка. И, друзья, я сразу присаливаю наш сыр. Вот и потихонечку, вот пока он будет, ну, где-то полчаса стекать, потом перевернем. И с другой стороны тоже присыпем солью. Все. Так, ну что, теперь займемся маслом. Все по ходу, потихонечку. Кипение перестало уже, но оно очень горячее, и я всегда заливаю его вот так вот горячим. Приготовила 2 банки литровые, но вряд ли будет, конечно, 2. Так, надеюсь, видно. Баночка видна моя? Ну-ка. Ага, видно. Ну, вторая, наверное, 700-ку я принесу. Литровая не нужна для второй баночки. Так вот. Ой. Хотя получилось больше, чем 700. Так, значит, получилась 700-граммовая банка. Но я ее закрою крышкой такой. Поедим в первую очередь. И немножко там еще осталось в кастрюльке. Я не знаю, сколько было сливочного масла. Ну, вот чуть-чуть есть. Это я перелью, у меня есть здесь баночка с маслом, туда налью и все, которое буду, ну, в данное время готовить. Ну вот, налила вот эту банку, ну, у меня тут начатая с маслом была, вот, сюда налила, все. А вот это вот вкусняшка, я еще раньше показывала, у нас на ингушском языке это называется лок, не знаю как, опять-таки, по-моему, мне кто-то писал, но я не запомнила, как это называется на русском языке. Но это очень вкусно, хоть и не полезно, но вкусно. И мы его все любим. Ну, тут, конечно, его кот наплакал, немножечко только, но все равно вкусняшка. Все, теперь дальше. Так, и, друзья, я поставила кастрюлю с сывороткой из-под сыра. Посмотрим, как получится у нас сыр рикотта. Я его, честно сказать, не варю. Мама варила, я видела. И потом расскажу вам, для чего она его варила. А сейчас пока поставим на огонь, по ходу посмотрим. Сегодня день экспериментов. Так, друзья, уже 4-й дубль, можно сказать, потому что как только я приступлю, кто-то звонит. Значит так, хочу приготовить на ужин. Сами знаете, что занималась практически целый день молочкой, да, и после этой молочки столько посуды, потому что молоко я копила в маленьких ведерочках, ну, в кастрюлях, ведерках. Короче, перемыла это все, убрала. Теперь уже на подходе мальчики должны прийти с работы. И решила я
закинуть в духовку просто курочку. Если вы помните, ну, кто со мной давно знает, что я обычно курочек или уточек что-то замариновываю и ложу в холодильник. Но последние замаринованные курочки у меня пошли по другому делу, как бы. Мне позвонили, сказали, что срочный заказ тогда, и я отдала их. А это у меня, я разморозила, ну, хотела что-нибудь, скорее всего, даже супчик сварить. Я потом думаю, нет, не буду. Вечером они не будут суп есть. Пожарю. И тоже думаю, не буду снимать, что тут такого. Быстренько посолила, хотела закинуть в духовку, а потом думаю, нет, все-таки ее не хватит. Потому что я отделяю от курочек всегда грудки не кладу. И решила еще и картошку добавлю. Эта картошка, та, которая у меня очень сильно разваривается, она вместе с курочкой дойдет, ее не надо будет ничего с ней делать. Обычно, когда вот картошка такая, не такая разваристая, да, в принципе, хоть я сейчас ее рифленым ножом режу, я даже боюсь, что она полностью там растворится и растает. Но все-таки обычно делала ее я так вот, мне очень нравится. Так, друзья, я переложила сюда, еще немножечко досолила, чтобы картошка тоже была одинаково соленая. Теперь я не добавляла паприку ни в курицу, ни в картошку. Добавим паприки. Так, красная паприка, видите какая. Так, добавим немножко соевого соуса. Настаиваться не будет, потому что у меня нет времени. Сразу же поставлю в духовку. И хочу вам, пока вот это все я делаю, рассказать, что вчера у меня было. Значит, вчера мой сын был дома, старший. Он, ну, у него выходной обычно, воскресенье. Еще немножко растительного масла. И, короче говоря, так, я заранее подготовила противень. Смазала растительным маслом, положила туда пергаментную бумагу. И я его попросила вчера, чтобы он мне отправил посылки. Меня еще очень давно одна моя подписчица просила, чтобы я ей прислала вот эти вот доски, на которых вот я делаю лепешки. Ну, у нас такой набор, 3 доски и скалка. Купить я ее купила сразу, еще давно. Она тогда стоила только 950 рублей. Сейчас они подорожали, конечно, но никак у меня не получалось. Не люблю я эту паприку, какая-то она странная. Никак не получалось их отправить. И, короче, вчера я ему говорю, пожалуйста, отправь мне эти посылки, как раз ты дома. И девчонки, друзья, я вчера просто была удивлена. Он мне звонит, пошел на почту, звонит с почты и говорит, мам, говорит, нам ускоренно тебе надо ее отправить или обычный? Я говорю, а ускоренный это намного дороже? Он говорит, вроде бы она говорит не намного. Я говорю, ну хорошо, отправляю ускоренный, чем она будет, они будут там. И так стояли у меня долго. Решила отправить так, ускоренный. Ну и все. Он мне не озвучил, сколько это будет стоить, да и я не спросила. Вот надо было мне самой пойти, я бы, конечно, за такую цену бы не отправила. И как раз он поехал со своим другом, можно было бы и на машине быстро проскочить, приехать. Короче говоря, друзья, вы не представляете, во сколько обошлась мне эта посылка. Вот мои девочки в группе тоже говорят, что наценка на пересылку, на посылки на почте в 2 раза возросли. Я не знаю, насколько это правда или нет, но Ира, конечно, не будет мне врать. Она говорит тоже дочке, когда я раньше отправляла посылку, она стоила 500, а сейчас она за нее отдала 1000 рублей. И не тяжелые. Мои тоже не тяжелые посылки, на доски, сколько там, максимум там килограмма 2 весит. И еще 2 посылочки с этими, для заморозки, лоточки. Тоже легонькие совсем. Вот вы не представляете, сколько они стоили. Вот эти вот доски мне обошлись 1180. Пересылка. Доски сами даже после нынешней наценки не стоят. Там, у кого-то там 1500, но я узнавала, стоит 1150, 1100, 1500. Ну, потолок пусть будет 1500. Короче говоря, доски обошлись намного дороже, чем, или даже в ту же цену, пускай будет, по такой же цене, что и пересылка. И, конечно же, даже намного дороже получилось, что
стоят эти лоточки. Я так расстроилась вчера, что, в принципе, я не люблю, во-первых, сама переплачивать, и мне было обидно, что и девчонки, которым я купила, они же тоже, получится, переплатят. И я их не спросила, согласятся ли они по такой пересылке послать, ну, чтобы им прислали. Короче, вот такое вот дело получилось у меня вчера. Сегодня с утра отправила сына снова. Думаю, может быть, можно переиграть, забрать или переделать что-то. На что они сказали, все, уже ничего не сделать, не знаю, насколько правда. И она второй раз же мне заявила, что каждая посылка, если ускоренная, то стоит только на 150 рублей дороже. Короче говоря, друзья, мой вердикт такой, что лучше какими-то другими там транспортными компаниями или еще как-то пересылать посылки, потому что почты это настолько дорого. Ну все, теперь в духовку на 180-200 градусов минут на 30-40. И наш ужин будет готов. Вот так вот я с вами сегодня целый день провела. Но мы еще подождем, пока будет готов наш ужин. Ну вот, наш сыр постоял полчаса. Теперь я его переверну вот так вот. Видите, он прекрасно схватился, переворачивается. И тоже посолю с другой стороны. И все, я его больше не буду трогать сегодня. Вот. Завтра утром его уже будет можно есть. Тоже вот так вот обильно посолю. И я еще покажу потом, как дальше я его... Ну, не храню, я не засаливаю его надолго. Просто чтобы... Оставляю в своей вот сыворотке, где она соленая получается, соль оттуда же вытекает. И сыр хорошо просаливается. Все, теперь я накрою его крышкой и поставлю пониже, чтобы не было так тепло. Я не люблю, когда сыр с дырочками. Вот люди любят, когда он с дырочками, а мне почему-то нравится, чем меньше дырочек. И вот что, если хотите с дырочками, то нужно ставить в тепле. А если не нужны дырочки, то уже по более прохладное место. Даже можно сразу в холодильник ставить. И, друзья, я хочу показать тут вам сыр, но у меня произошла накладка с озвучкой, и я буду озвучивать за кадром теперь. Значит, это второй день. Вот так вот у меня сыр простоял. Сыворотка, как видите, вот я сейчас покажу в тазике. Обычно я вот этой сыворотке храню сыр, пока он у меня не закончится. Надолго я его не засаливаю сыр. Ну, вот этот вот кружочек нам, наверное, на 3-4 дня. Вот. Я вчера вам говорила, что, ну, в этом ролике говорю, что вот я показываю, как я кладу его в сыворотку, и он вот так вот хорошенечко просаливается. Он еще такой не очень соленый, малосоленый сейчас, а когда он лежит в этой сыворотке, я его несколько раз переворачиваю в день, храню в холодном месте или в холодильнике. Сейчас на улице, у нас нет мороза, поэтому на улице. И вот просто сейчас хочу вам показать его в разрезе, какой он получился. Дело в том, что я вам сказала, что я сыр не люблю с дырочками. И сейчас я вам покажу, что он у меня получился действительно без дырочек. Потому что он стоял у меня не в тепле, а в холодном месте. Если нужны дырочки, то его нужно оставлять в теплом месте, чтобы сыр немножко как бы подошел и был с дырочками. Вот такой вот сыр у меня получился. На вкус был очень вкусный. Вот видите, дырочки есть, но они незначительные. Вот именно такие, как я хочу. Вот так вот, друзья. Если кому-то интересно или если кто-то сможет сделать, делайте. Ну вот смотрите, я правда не засекла, за какое время это все получилось. Но из сыворотки, как видите, сыр рикотта у меня получился вот такой. Он очень нежный. Конечно, его получится очень мало. Сами знаете, что в сыворотке практически уже ничего нет. Но вот такой вот нежный сыр рикотта получился. Я вам признаюсь, что это рикотта, я узнала, конечно, не очень давно. Раньше вот этот сыр, вот эту сыворотку делали для того, сейчас вам скажу, я не знаю, как это перевести, но войнахи поймут. Раньше
намного раньше тоже, конечно, и наши предки, но и моя мама, и моя свекровь делала такой вот на зиму. Ну, это делали, конечно, предки наши, потому что раньше не было этих холодильников, негде было хранить все, не было зимой сметаны, ну, невозможно же было ее сохранить, а кушать все-таки надо было. И делали на зиму, вот когда уже перед тем, как коров отпустить в запуск, они хотели, ну, сохранить же на зиму что-то, и сыр, и творог, все это делалось, как бы сейчас, минуточку, горячее, они это все хотели сохранить на зиму, и сыр солили, в соленую воду кидали, также творог, и делали такой вот, у нас называется мистбир, как я сказала, войнахи поймут. Ну, а перевод, как перевести, то получается, ну, какая-то кислая молочка, короче, друзья. И делалась она, знаете как? Я вам сейчас скажу, как она делалась. Сейчас. Вот. Уже поздно, когда уже вот женщины же знают, до какого времени будет у них доиться корова. Ну, где-то вот с конца октября, с ноября, с конца ноября, даже не октября, а ноября, начинали делать этот бир, этот мистбир, это кисломолочное что-то. Из чего это делалось? Сметана свежая, вот именно сливки. Кипятились эти сливки. Их собирали понемножечку. Как я сказала, молока же уже мало, много их не получалось. Потом вот кипятили, ставили несколько, 2, 3, 4 захода. Сейчас сыворотку я налью. Эту сыворотку я отдам уже теленку. Она ему не помешает. И потом, значит, кипяченое молоко охлаждалось, тоже копилось. Вот эти вот сливки, как я сказала. И после творога, вот когда мы делаем творог, сыворотка остается. Эта сыворотка, когда отстаивается, там же тоже внутри вот такие вот, получается, хлопья иногда бывают. Вот эти вот хлопья. Вот эту сыворотку после сыра варили, и вот эту рикотту туда кидали. Это все вместе собиралось в одном ведре или в кастрюле в какой-нибудь и делали. Вот я помню даже, вот, ну, мои родители, моя мама делала мало, потому что нас было в семье мало. Вот сестра вышла замуж еще, когда мне было 12 лет. Старший брат тоже, когда мне было 16 лет, он уехал на север тоже. И практически нас было двое из детей, я и младший брат, и мама с отцом. Ну, мы делали, мама делала где-то там, ну, ведро, может быть, не больше. А в семье мужа нас было много, их было много, и без меня. Она уже делала, конечно, побольше, и по 3 ведра, и по 4 ведра, большую кастрюлю. Это все. Раньше зимы у нас были намного холоднее, друзья. И поэтому сохранить тоже не было проблем. Сейчас, конечно, это все прокисло бы, потому что у нас тепло, но сейчас есть холодильники. И я даже вот недавно с девчонками, с женщиной общалась, она говорит, что его даже можно заморозить, и с ним ничего не случается. Но я не знаю. Ну, сейчас, конечно, проблем с этим нет, чтобы купить что-то, потому что всю зиму и доится, и купить можно. А раньше и купить-то домашнего ничего нельзя было. Да и покупного магазинного как такового хорошего ничего не было. Вот, друзья. Вот такие вот дела. Не знаю, может быть, сделаю я эту старинную подливу. Маму спрошу, но мама уже, конечно, не очень-то все помнит. Но все-таки тоже спрошу, как она делала. Я видела, как они это делают. Технику примерно я знаю, но сама никогда в жизни не делала. Вот видите, сколько... Это нежный сыр рикотта. Его же еще и в кондитерских, по-моему, на кондитерские цели используют. Он очень нежный, действительно такой сливочный, очень нежный сыр. Его можно будет, наверное, там со сметанкой вместе разбавить и намазывать на хлеб. Тоже, мне кажется, будет очень вкусно.
Так что, видите, сегодня у меня действительно безотходное производство молочное. Вот так вот, друзья. Курочка моя уже на подходе, друзья. И я думала, ну, наверное, открою какое-нибудь соленье, чтобы было быстрее. А потом пошла в кладовку за соленьями и наткнулась на пакет, где у меня лежала редька. У меня есть и белая, и черная редька купленная. Я совсем про нее забыла. Сейчас мы с вами просто сделаем такой салатик. Я обычно просто натираю редьку, мы очень ее любим, натираю редьку на терке, что белую, что черную, солю, сметанки и все. Мы всегда вот так вот едим. А сегодня просто захотела еще морковочку добавлю, посмотрю, что по рецепту, правда, там даже чесночок есть, но я не хочу чесночок туда добавлять, тем более уже вечер, а остроты редьки, мне кажется, хватит. Поэтому вот такой вот салатик быстро сделаю. Так, ну вот натерла я на терке, значит, 2 редьки и одну вот такую среднюю морковку. Теперь сложу в салатник. Сметанку, которую я пропускала, уже чуть-чуть прихватилась в холодильнике. Не такая уж прям густая, конечно, но свежие сливки, можно сказать. Вот. И опять-таки я не перестаю говорить, что свое это очень хорошо. Вот видите, если бы у меня не было сметаны, мне нужно было бы добавить сюда или покупную сметану. Она совершенно не такого вкуса потом получается салат, что бы мы ни говорили. Или иногда, вот когда его нет, добавляю растительное масло. Как-то мы оставались без коровы несколько месяцев, но я ее быстро снова купила, мы ее продали, вернее. Так, сейчас посолю. Может быть, я даже добавлю сюда адыгейскую соль, чтобы она была немножко ароматнее. Так, это уже нам не нужно. Вот так вот. Тут уже и травки, аромат будет. Так, значит, сюда добавили 2-3 ложки домашней сметаны. Оказывается, я не снимала. И теперь тщательно перемешаем. Вот. Нашинковала я морковь на терке по-корейски. Можете как хотите. И на мелкой терке, и на любой другой. Для мамы я нашинкую совсем на мелкой терочке, чтобы она могла есть. Так, и просто, может быть, даже для красоты добавим немножечко зелени. Очень вкусно получилось, я попробовала. С морковью, говорю вам, делаю первый раз. Но мне вкус понравился, очень даже вкусно. Так что готовьте, самое главное, это полезно. Всю зиму редька бывает на рынке. Она недорогая. Вот хорошо, что я вспомнила про нее. Даже не открыла банку соления, вот именно редьку. И, друзья, я в этом году еще не солила капусту. Нужно посолить капусту. Сегодня девочки в группе общались, говорили, что варили борщ. Я так хочу борщ из квашеной капусты. Ну вот, переложила я нашу курочку с картошкой в блюдо. Сейчас немножко зеленью украшу тоже. Очень вкусно, я попробовала. Картошка вообще обалденная, друзья. Вот именно эту картошку нужно... В принципе, она, по-моему, в любом блюде уже будет вкусная, когда она вот разваривается. Вот. Я ее как-то запеку еще. Просто целую запеку. Она будет тоже очень вкусная. Никак в голову мне не приходила мысль запечь картошку. Мы очень любим печеную картошку. Так. Ну и вот так вот. Можно было бы еще и чесночком немножечко так пройтись, но я не буду, потому что у нас вечер. Вот. Ну вот, курочка, картошечка и салат из редьки с морковкой. Готовьте вот такой вот ужин. На этом я сегодняшний свой влог закончу. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. Ну вот как-то так сегодня.